Согласно докладу министра финансов Саида Губас, собственные доходы государства в 2026 году составят 19 миллиардов рублей. Расходная часть бюджета – 19,4 миллиардов рублей. Дефицит бюджета – 426 миллионов. Показатели республиканского бюджета, соответственно, 14,3 миллиарда рублей и 14,7 миллиардов. Российская финансовая помощь составит более 5 миллиардов рублей. ЮНЕСКО пошуксазбе генткарат бюджета хашалафона зоит 7 миллиард 6 миллион мар. Ван ахату хашалафо яртвоит из жаха миллиард 3 миллион мат ронза. ЮНЕСКО пошуксазбе хашалафо ячорбшазар генткарат бюджет ЮНЕСКО пошуксазе ахату хашалафо яцлоит аши ханиве 7 миллион мат рыла. Генткарат бюджет аныхтука 9 миллиарды пшичи юнижа миллион матр онза и назод ЮНЕСКО век пошуксазен. Ламкала республика бюджет выходу арбагаква а то угозар ЮНЕСКО век пошуксазбе а республика бюджета хашалахо випш миллиарды хыш в 5 миллион матр онза азгуату. Уртрах по республика бюджет ахату хашалахо артвой та миллиард яши 2 миллиона матр онза. Хазто ашок сещекурго арбага койры шуркшозар ЮНЕСКО век пошуксазен а республика бюджет ахату хашалахо яцлоит хуши юнижи 5 миллион мат рыла. Как отметил премьер-министр Владимир Делба, в 2026 году ожидается повышение социальных выплат и заработных плат. Кроме того, бюджетом предусмотрены зарезервированные средства для оказания медицинской помощи гражданам. Увеличиваются расходы на социальные пособия. Об этом только что говорил министр финансов. Мы с 1 января будем проводить меры по финансированию. Решение уже принято по увеличению размеров пособий многодетным семьям. Ну и многие другие наши позиции увеличиваются у нас по сути расходы в следующем году и на реализацию мероприятий программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Механизмы как раз мы сейчас отрабатываем в рамках реализации государственной программы 2026-2030. Значительно претерпели изменения объемы поддержки на мероприятия, проводимые вообще в принципе в социальной сфере. И молодежная политика, и образование, и наука, и культура. Вот. Это все связано с теми задачами, с теми ориентирами, которые определил глава государства. Отдельно министр финансов рассказал о целевых программах в сферах здравоохранения, науки, образования, сельского хозяйства и других. Сумма бюджетирования 14 ведомственных программ составит почти 1,5 миллиарда рублей. Также у нас предусмотрено будет порядка 500 миллионов рублей на реализацию различных мероприятий в сфере образования, молодежной политики, спорта, того же здравоохранения, ну и социальной направленности мероприятия в том числе. Те объемы, которые мы предусматривали бюджетом текущего года, они сохранены в полном объеме, в некоторых случаях они еще и существенно увеличены. Текущие показатели прогнозные не исполняются в полном объеме, если сравнивать показатели исполнения текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то у нас, более того, суммы поступлений в этом году существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, и на следующий год мы ожидаем такого же режима исполнения. Естественно, все расходы, которые предусмотрены бюджетом, они обеспечены надежными источниками дохода. Параметры бюджета государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на 2026 год запланированы в сумме 301 миллион рублей расходной части. Бюджет дорожного фонда – 140 миллионов рублей. Пенсионного фонда – 2,3 миллиарда рублей. Планируемый объем доходов бюджета фонда на 2026 год составит 2 миллиарда 324 миллиона 968 тысяч 400 рублей. Основная часть доходов будет направлена на выплату пенсий 39 категориям пенсионеров на общую сумму 1 миллиард 416
миллионов 955 тысяч 600 рублей. Общая прогнозируемая сумма расходов на выплату пенсии в 2026 году по сравнению с предыдущим, с 2025 годом, будет больше на 183 с лишним миллионов рублей. Доходы Фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год составят 113,5 миллионов рублей. Основная статья расходов, как отметила председатель фонда Валентина Жиба, программы родовспоможения и приобретение лекарственных препаратов для онкобольных. Планируемый объем доходов бюджета фонда на 2026 год составляет 113 миллионов 595 тысяч 400. То есть это уже где-то более на 15 миллионов больше, чем на текущий год. Львиная доля поступающих в бюджет, это мы планируем потратить на приобретение онкологических больных, лекарств, химиопрепаратов первой и второй линии и частичной, третьей линии. Хочу к этому подчеркнуть, что следующий год мы, как я вам тогда обещала, что будем с поступлением больших средств, мы будем расширять третью линию. Да. То есть мы направили Министерство здравоохранения измененный список, перечень. Бюджет Фонда социального страхования и охраны труда на будущий год составит 277 миллионов рублей. Председатель фонда Бакур Бебия в том числе анонсировал повышение ряда социальных выплат и пособий. Например, единовременные выплаты по рождению ребенка будут повышены для работающих родителей с 27 тысяч рублей до 50 тысяч, для неработающих родителей с 22 тысяч рублей до 40 тысяч. Максимальный размер ежемесячных пособий составит 22 670 рублей по временной нетрудоспособности и 30 300 рублей по беременности и родам. В бюджете фонда на 2026 год запланирована сумма доходов и расходов в размере 277 миллионов рублей. То есть бюджет вырос более чем на 20% в сравнении с бюджетом 2025 года. Были увеличены все виды пособия по государственному социальному страхованию в 2 и более раза. Бюджет фонда на 2026 год разработан с учетом ранее произведенного увеличения всех видов пособий. Оздоровление детей с углубленным изучением абхазского языка еще 45 миллионов. Будем проводить эту акцию тоже обязательно. Не только, я думаю, в городе Сухом, но и в других районах тоже нашей республики. Параметры бюджета фонда репатриации представил его глава Михаил Габелия. Он также отметил, что фондом планируется направить 50 миллионов рублей на программу ЭКО. Основные направления увеличения программ – это программа ЭКО. Было 30 миллионов, на 2026 год запланировано 50 миллионов. Плюс программа по выплате за рождение ребенка было 120 миллионов. Вышли на 150 миллионов, и на строительство тоже увеличение идет, на строительство объектов для репатриантов 150 миллионов. Далее ИО министра социального обеспечения и демографической политики Абхазии Кама Адзенба представила 2 целевые программы. На реализацию госпрограммы «Жилище» на 2026-2028 годы предусмотрено 240 миллионов рублей, по 80 миллионов в год, а общий объем финансирования межведомственной программы по развитию демографии в 2026 году составит 158 миллионов рублей. Так, за рождение 3-го и 4-го ребенка абхазской национальности семьи будут получать 200 тысяч рублей, а за 5-го и последующих – по 300 тысяч рублей. Максимальный размер финансовой помощи, предоставляемый одному участнику программы, рассчитывается следующим образом. Значит, основной размер на одного участника не более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Доплата на каждого члена семьи, проживающего совместно с участником программы, не более 100 тысяч рублей. И общий лимит не должен превышать 1 миллиона 700 тысяч рублей. На реализацию программы «Жилище 26-28» предусматривается выделение 240 миллионов рублей из средств республиканского бюджета по 80 миллионов рублей на каждый календарный год.
Увеличение максимального размера финансовой помощи до 1 миллиона 700 тысяч рублей необходимо для сохранения реальной эффективности государственной помощи и обеспечения участникам программы возможности приобретения жилья в текущих рыночных условиях. Проект программы развития демографии на 2026 год направлен на сохранение демографической безопасности в Республике Абхазия и создание условий, необходимых для улучшения демографической ситуации в целом. Первый и второй ребенок 100 тысяч рублей, а третий и четвертый ребенок 200 тысяч рублей, вот тут вот сдвиг порога. Пятый и последующий ребенок это 300 тысяч рублей, это вообще новая мера, максимальная новая мера, которая не была предусмотрена ранними программами. Также в Кабинете министров Абхазии был принят проект соглашения о сотрудничестве с Кабардино-Балкарией, предусматривающий торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие между сторонами, и одобрено соглашение о таможенном сотрудничестве с Южной Осетией. Рада Чичава, Торник Амичба, Абаза ТВ.